Конфликт начался из-за того, что я русский. И я приехал сюда, и я здесь чужой. Мне были предложены отношения экономические, которые невыгодны для предприятия. Я от этих отношений отказался. И как некое действие противоположной стороны, они решили у меня этот бизнес вообще отнять. Предприятие – это производство пластиковых изделий. Сюда мы хотели предложить к производству здесь это пластиковые трубы для системы водоснабжения, канализации, газоснабжения. Дальше предполагалась тара, упаковка, переработка вторсырья. С точки зрения экономического расчета проекта, я считаю, что он был правильно нами продуман. И если бы мы учли и другие некие обстоятельства, то я бы, наверное, сейчас уже не сожалел о том, что сюда пришел. Это был 2010 год. В стране уже, в России, начались кризисные проблемы. Было понятно, что нужно искать новую площадку для нашей продукции. Абхазия представляла территорию в аренду на очень выгодных условиях. Электроэнергия была предложена по цене гораздо ниже, чем, во всяком случае, в московском регионе в России в те времена. Сегодня таких уже абсолютных преимуществ нет. Были некоторые опасения. Мало того, все, кто меня знал, они всячески рекомендовали отказаться мне от этой затеи. Каждый называл свою какую-то, как-то комментировал свою позицию. Но в средствах массовой информации тогда и сейчас, вы знаете, информация появляется очень обрывочно, несистемно. У нас же на территории России, к сожалению, да и сегодня нет у общественности четкого, ясного понимания, что же здесь происходит. Я уже получал и прежде какие-то такие тревожные сигналы. Еще когда мы там работали, и там был частично и российский персонал, были некие такие пробросы от местных руководителей. Они просто взяли и вывезли насильно весь российский персонал под угрозой практически физического воздействия, назовем так. Между прочим, среди вот этой группы нападения был и сотрудник милиции. Я всегда в свой адрес выслушаю и оскорбления, и унижения, угрозы: не приезжай, там, уезжай, мы там, это наше, мы тебя убьем, вот то-то, вот только вот это и слышишь здесь. Первое, что аренду брали только те участки, рассматривали, которые выделялись только администрации. То есть мы заранее исключили каких-то в будущем имущественных споров с кем-то либо и здесь. Никаких аренд с частными лицами, никаких отношений с кем-то, исключительно с местными органами власти. Это первое. Второе. У меня ни в одном из моих предприятий нет соучредителем кого-то из вторых или третьих лиц. Везде абсолютная собственность, только моя. Поэтому и здесь я в учредителей не включил никого. Я пришел на свободное место, я на чистом месте, свободном построю предприятие. В моем деле нет никакого другого участия, и я не вижу здесь никаких перспектив для судебных разбирательств. Мой случай абсолютно понятен. Организатором этого является Лакоба Саид Николаевич. Интересный персонаж. Я раньше не интересовался им отдельно. Мне его рекомендовали люди, которые давно знали. Он, оказывается, уже был судим в России за хищение собственности Министерства обороны. Что касается второго Герия Роман Шотович, этот человек здесь заслуженный, он герой Абхазии. Они с самого начала, как некий вариант, предлагали мне
продать, уступить на каких-то условиях. Я эти условия даже никогда и не обсуждал, и не собираюсь обсуждать. Для меня это принципиально важный вопрос, как для гражданина. Вот. Идти на какие-то компромиссы, это значит так или иначе где-то способствовать. И это случай тогда этим не закончится, пускай не для меня, а для кого-то. Чтобы иметь свое личное представление о людях, которые здесь на сегодня руководят, я постарался встретиться с максимальным количеством руководителей, чиновников, представителей, чтобы для себя просто составить какой-то срез или портрет вот тех людей, которые здесь на сегодня руководят. Чтобы понимать вообще, какая есть перспектива для каких-то рабочих отношений. Поэтому везде, кто хоть какой-то интерес проявил к моему делу, я всем отправляю документы, весь пакет, как правило, в электронном виде, он постоянно со мной. Пожалуйста, смотрите, у кого есть сомнения, комментируйте. Я думаю, что мой случай со мной – это не криминал. Это уже системные здесь взгляды, идеологии, которые начинают как-то преобладать в настроениях общества. Мое личное мнение. Я не претендую на абсолютное знание здесь общества, его, так сказать, социального среза, но уже за этот год разбирательства этой ситуации, по контакту, по реакции руководителей, чиновников, я вижу, что это не просто правонарушение, за этим следует некая уже идеология. Я обращался и начиная с администрации президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, в наши органы, и Министерство иностранных дел, и ФСБ, министерство, которое занимается этим регионом, Межэкономразвития. Здесь обращался я и в администрацию президента, и в МВД, был на приеме у министра внутренних дел, обращался я в службу безопасности Абхазии, в Генеральную прокуратуру. Я думаю, что этих обращений было достаточно для того, чтобы каждый из них как-то занял свою позицию и проявил себя в этом вопросе. Но российская сторона, все, с кем я общался, они, в общем-то, на уровне общения, они сочувствуют, понимают, что это, в общем-то, нарушение, это преступление. Но нет команды, все ссылаются на некое политическое решение, которое должно быть, и тогда уже будет применены какие-то действия. Что касается абхазской стороны, тут ситуация более сложная. Внимательно присмотревшись к той группе лиц, с которой у меня конфликтная ситуация, и к органам власти, просматривается некая связь между этими, на сегодня, можно сказать, с моей точки зрения, все-таки преступной группировкой и органами власти. Сделать они даже не то, что не могут, они просто не хотят. По-видимому, это какой-то общий складывающийся интерес в этом деле, он, по-видимому, присутствует. Зная все-таки какие-то обороты, которые возможны на этом предприятии, понимаю, что каждому, может быть, тут что-то и досталось, но это все-таки в целом-то не такие уж большие деньги. Начинаешь думать, а какими же деньгами тут довольствуются, что даже за небольшие деньги могут пойти против своей профессиональной какой-то честности и против своих служебных обязанностей, своих должностных обязанностей, торговать ими. Не вижу я здесь на сегодня ни органов, ни людей в этих органах, ни организаций, которые могли бы реально повлиять на ситуацию. Не вижу. Выход только один. Есть права собственности, и если государство претендует на какое-то демократическое начало или демократию в собственном государстве или у себя на территории, оно должно уважать право собственности. Какой здесь выход? Вернуть собственнику его собственность, если вы хотите, чтобы в конце концов Абхазия не стала изгоем. Потому что да, сейчас там
меня потом до этого еще... Тут, я слышал, что даже какие-то велосипеды у кого-то отобрали. Парень молодой тут бизнес решил организовать. Вот. И даже с этой кражей, по-моему, абхазское государство не могло справиться, да? Вместе с российским представительством своим. Поэтому я считаю, что в какой-то мере, в какой-то части, вот мой случай, он может быть в какой-то мере переломным, должен быть. В принципе, дела, так понимаю, заходят далеко уже, дошли, нужно как-то решаться. Вот. Или вы, как все, или вы требуете для себя каких-то исключительных прав, ну тогда и скажите об этом, тогда вас никто не будет беспокоить, и никто не будет сюда приезжать. В конце концов, ведут когда-то, может быть, даже визовый режим, и ради бога, и так, значит так. Мы написали в Министерство экономики. Я так понимаю, что министр наше письмо читал, обращение к нему. Несколько раз звонит от него помощник, будучи в Москве, что вот там Михаил Михайлович, с вами господин министр хочет встретиться, вот, может встретиться. Я несколько раз откладывал свои планы. Встреча не произошла, у него не получилось. Он еще не научился планировать свое время вот так, чтобы встретиться, понимаете, с предпринимателем. Многие ли министры вложили столько денег, сколько вложил сюда я? Вот так составить список людей, которые сюда столько денег привезли, как это привез я, допустим. Думаю, что немного таких людей вообще в Абхазии найдется. Наша торговая палата просила, представительство здесь в Абхазии, просила о встрече этого министра по моему случаю. Он же с ними не нашел возможности встретиться. Понимаете? Ну можно ли с такими вести людьми какие-то деловые отношения? Я думаю, что вот нам, бизнесу, нужна власть доступная. Вот у нас в России, вот я в Одинцовском районе, если там что-то случилось или вообще есть какой-то вопрос, ты можешь позвонить руководству там, района и подъехать, и в любое свободное время, в принципе, там, в течение дня-двух тебе дать время. А что такое Абхазия? 220 тысяч населения, правильно? Это наш районный центр. Понимаете, так называется. Бюджет Абхазии сегодня, это уровень бюджета, ну, средней, наверное, фирмы российской. Но однако же вот статус вот этого всего, он такая вот имеет какое-то определенное влияние на людей, они уже настолько вот себя чувствуют там действительно вот так, что даже вот встретиться не то, что там со мной с предпринимателем, а даже с органами представителями власти другой там страны уже не могут, не находят время. Считаю, что неуважительное отношение, просто неуважительно. Вот. С такими людьми нельзя вести дела, нельзя. Вот. Нечего здесь делать. Поэтому если у кого-то еще остались какие-то романтические настроения, там, вот, бизнес какие-то планы, езжайте в родную страну, в Россию. Вот в октябре был российско-абхазская здесь сессия или там совет или что-то такое, собрание, вот, куда приглашали и российских предпринимателей. Но ведь меня же никто не пригласил, меня даже не проинформировали. Вот, и я спросил, а почему? Вы что, не знаете, что у меня конфликтная ситуация? Вот, почему вы, не решив мою проблему, приглашаете других? Вы что? Зачем вы заманиваете сюда людей, если вы не в состоянии что-то здесь решить? Я думаю, что правительство России еще действительно для себя не решило, что с этим поступить. Ясно, что в лице Абхазии мы имеем большой геморрой, дорогостоящий, вот, который ежегодно от бюджета отрывает много денег. Роль России здесь вижу достаточно бездарное такое присутствие здесь, бездарное ведение дел за счет, опять же, российского бюджета. Они деньгами здесь как-то откупаются, вот, и делают вид, что ничего не происходит. Посольство, ну, когда, наверное, действительно у кого-то, кто потеряет тут из ковротников паспорт или там тапочки у него украдут на пляже, наверное, в этих случаях она в состоянии как-то вмешаться, а может быть уже и с этим не в состоянии справиться. Вот. А так вот какое-то бесцельное какое-то пребывание, вот я вот по своему опыту контактов, вот, потому что уже 1,5 года прошло с начала моих событий,
за это 1,5 года, не знаю, уже, может быть, как-то решиться, или так, или так. Или мне сказать, уж вы там, Михаил Михайлович, не надеетесь, или наоборот решиться. Ну, как-то хоть промяукать-то могли бы уже российские власти здесь. Поэтому посольство, ну, наверное, положено иметь где-то посольство. Вот они и есть, эти посольства. Наверное, не для меня. Тут большая какая-то политика, но мне кажется, что она какая-то бездарная, эта политика. И на уровне здравого смысла я это вот не могу понять. Какие здесь могут быть интересы такие, чтобы сюда деньги такие вкачивать. Как будто у нас в России все вопросы решены, и у нас все школы отремонтированы, все больницы отремонтированы, все как бы учатся, все живы, там, здоровы, у всех работа есть. У нас там своих проблем сейчас много. Эти проблемы, кстати, сейчас начинаются очень активно обсуждаться. Вот. И там еще не все ясно. Я надеюсь, иначе бы я и вам не давал интервью. Я все-таки надеюсь на ту здоровую часть общества, читающую часть общества, которая все-таки хотя бы из самосохранения как-то скорректирует и общественное мнение, и общую идеологию в обществе здесь. Здесь законодательство ни при чем. Вот. Здесь сегодня ситуация явно складывающаяся не в пользу бизнеса, уж точно. Вот, поэтому я вам рекомендую, нужно в России формировать правильное понимание о том, что происходит здесь. Чтобы люди, приезжая сюда там, с семьей, с детьми, задумались о своей безопасности здесь. Чтобы бизнесмен, который приезжает сюда, заранее знал, что его может здесь ожидать. И что наступит момент, когда ему никто не сможет помочь. Я сюда приехал. Вот, как коммерсант, мог потерпеть какой-то убыток по той или иной причине. Вот. Но с этим еще можно согласиться. Ну да, вот неправильно что-то просчитал. Вот, не просчитал как бы политическую или нравственно-политическую сторону этого бизнеса, а ограничившись только экономическим расчетом. Вот. Что касается дальнейших, я вижу здесь необходимость уже больше проявления гражданской позиции. Меня это интересует исключительно теперь как гражданин Российской Федерации. Что же происходит здесь, какова позиция нашего российского государства. И мое видение, что нужно к этому вопросу подключить, к обсуждению вопроса, общественность широкую и в России, и здесь. Потому что здесь у нас, если сейчас эта проблема как-то вот, ну, там, вытекает в мои какие-то частные случаи, как мой, я думаю, что она будет усугубляться. Поэтому я для себя на сегодня еще не потерял надежды, да я и не отказался от планов завершить свое предприятие и работать здесь. Вот. По законам Абхазии. Есть законы, вот им мы и руководствуемся.